А ведь в Украине сегодня проживает около 2 миллионов мусульман. Обращаюсь ко всем братьям из Кавказа, Татарстана, Башкортостана, к их отцам, матерям, родственникам. Ко всем мусульманам, которые сегодня оказались в рядах вооруженных сил Российской Федерации и находятся рядом с украинской границей. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Воистину, это ваша религия, религия единая, и я ваш Господь, поклоняйтесь же мне». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: в день воскресения убитый человек явится вместе со своим убийцей, держа в своей руке голову, из яремных вен которой будет струить кровь и которая будет повторять: «О Господь, он убил меня», и так до тех пор, пока не приведет убийцу прямо к аршу. Хадис приводит Ат-Тирмизи, и он достоверный. Сейчас мы находимся в запретном месяце, Раджаб, в который в принципе запрещается пролитие крови и войны. Кто знает, дорогие братья, сколько зданий, домов может быть уничтожено, сколько невинных душ может быть погублено, чьи сыновья будут убиты, чьи матери и отцы будут оплакивать детей в этой братоубийственной войне. А все из-за чьих-то геополитических амбиций, по причине нажатия одной кнопки, сидя в тепле и руководя той или иной военной техникой. Уничтожение всей земли и всего, что есть на ней, не так страшно перед Всевышним Аллахом, нежели убийство одного верующего. А ведь в Украине сегодня проживает около 2 миллионов мусульман. В каждом областном центре, городе Украины, пусть не во всех селах, но во многих есть исламские центры, молельные дома, помещения, где поминают имя Аллаха премного. Я сейчас нахожусь в городе Киеве, возле Минбара, одной из наших мечетей. Здесь, в Украине, мы беспрепятственно можем призывать к вере в единственного Бога, объяснять людям ценности ислама, открывать свои исламские школы и дошкольные учебные заведения. Здесь много людей разных национальностей по доброй воле принимают ислам. Поэтому, дорогие братья, если вы по какой-то причине оказались в войсках РФ на границе с Украиной, то еще не поздно найти какую-то другую причину, чтобы вернуться домой. Ведь ваша дорога в Украину сегодня при таких обстоятельствах — это верная дорога либо к убийству, либо к смерти. Да упасет нас Аллах от этой участи. Иного не дано ни вам, ни нам. Ведь если вы примете участие во вторжении в Украину, то будете прямо или косвенно убивать мусульман. Вы можете столкнуться с мусульманами здесь, которые будут защищать свои жизни, имущество, семьи, честь. И если умрут, то умрут они шахидами, иншаллах. А кем умрете вы? Пусть Всевышний Аллах примет наши слова и действия в соответствии с нашими намерениями. А ведь мы никак не сможем обмануть Аллаха в тот день, когда предстанем перед Ним. Пусть Всевышний Аллах хранит наш ум. Аминь.